Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ершов. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. Но вначале коротко о главном. С участников спецоперации налоговые взыскания приостанавливаются. Эти и другие вопросы Рамзан Хаджи Кадыров обсудил с директором Федеральной службы судебных приставов России Дмитрием Аристовым. Спасибо вам за поддержку, за личную поддержку отношений к нам, к региону. И мы это чувствуем. В мире священного Корана в Грозном прошла уникальная выставка копий главной книги мусульман. Действительно, он был Кто такие ваххабиты и основные принципы их идеологии? Разъяснение на эту и другие темы студентам ГГНТУ дал советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» Адам Шахидов. Грозный – мегаполис будущего. Чеченская столица готовится к международному бизнес-форуму. Такого масштабного и качественного строительства, какое здесь сейчас ведется, его нет у нас нигде в России. Рамзан Хаджи Кадыров провел рабочую встречу с директором Федеральной службы судебных приставов России Дмитрием Аристовым. Они обсудили деятельность ведомства Чеченской Республики, а также участие региона в спецоперации. Глава субъекта отметил, что региональное управление находится в числе первых по взысканию налоговой задолженности и сбором в консолидированный бюджет. Ждали вас, ваша служба работает эффективно. Несмотря на загруженность с личным составом, у нас очень, так скажем, проблематично, не хватает. А так ребята достойно продолжают ту работу, которую заложили основу, те, которые работали за них. И, как вы знаете, республика наша на первом месте. Участие в СВО ребята должны возвращаться домой, возвращаются, даже их устроить на работу тоже у нас проблематичен. У нас много участников. Исходя из этого, я пользуюсь случаем. Просить я не люблю, но все равно пользуюсь братскими отношениями. Если возможно, чтобы увеличили штат, чтобы они больше работали, поэтому чуть-чуть нужна от вас помощь, а так все идеально у нас. Спасибо вам за поддержку, за личную поддержку отношений к нам, к региону. И мы это чувствуем, мы это понимаем, мы не останемся долго. Дмитрий Аристов отметил значимую роль региона в проведении СВО. Также он подчеркнул, что для участников спецоперации налоговые взыскания приостанавливаются. Специальная военная операция действительно Чеченская Республика перевыполняет все показатели, как вы отметили, 110%. Мы свою лепту, конечно, вкладываем в этот процесс. Вы знаете, что мы приостанавливаем взыскания для ребят, которые ушли в зону специальной военной операции. Порядка 2000 человек, 2000 производств приостановлено. Естественно, мы будем всячески помогать, какая помощь от нас нужна в этом плане. Большое дело, спасибо. Очень большое дело, да. И нам на следующий год уже службе тоже устанавливают плановое задание на комплектование уже нам по работе с должниками, поэтому мы всячески будем содействовать тому, чтобы эта задача государственной важности была решена. За вклад в работу службы судебных приставов России Аристов наградил главу региона медалью ведомства. Без подарка не остался и сам гость. Дается медалью за вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики. Судебности годы башни, это мы ново восстановили. Спасибо. Очень красивое место. Надеюсь, найдется у нас когда-нибудь время поехать, С удовольствием. посмотреть, посидеть. Внизу очень красиво. В Грозном прошел фестиваль КВН на Кубок первого президента Чеченской Республики. В нем приняли участие сборные вузов. За звание самых смешных и находчивых боролись 11 команд. Среди почетных гостей был и глава региона. О том, кто занял призовые места, расскажем в следующем материале.
Каждая из 11 команд, представляющая свой вуз, совсем скоро покажет свои номера на сцене Чеченского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова. Ну а пока все они ведут тщательную подготовку за кулисами. Фестиваль КВН проводится на Кубок Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. И пока участники собираются силами, среди зрителей появился главный гость – глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Фестиваль организовали Министерство культуры и Министерство Чеченской Республики по делам молодежи. Он призван развить творческий потенциал у подрастающего поколения. Хотите вы этого или нет, но мы будущие учителя ваших детей. Это наш учитель географии. Кстати, он репетиции шмуцелева. Самому юному участнику 8 лет. Это Магомед Аласханов. За его артистизм и уверенность он получил подарок от главы региона. Подарок от нашего главы Рамзана Ахматовича Кадырова нашему самому юному участнику. Дубайский шоколад и iPhone последний 16. Позови тебе какой. Рамзан Ахматович, шеф-чемпион! Жюри подводят итоги фестиваля и пытаются выявить лучшую команду. А тем временем на сцену вышли ветераны КВН НК «Грозный». Они показали мастер-класс вне конкурса. Друзья, давайте снова включим воображение и посмотрим, чем занимаются работники скорой помощи. Тузбон. Давай по-любому погонщик. Скорая помощь, ладу, шо? Давление халяло. مو ما الاثنيش ليمون قال لي حاجه سواش اوقصول تعالوا روح سمع اوقصول لولا عوي تعمل مال بوس لور دي هاور ما عوي تعالوا YouTube, YouTube. يوتيوب شو حاجه نحوسنيش وابي شات وي بي ان شي يخنيش خيت وي بي ان شي يخنيش اوقصول هون هاينا هو ده ذاتي لا ديك دعوتهم سوا شوي سخيك دم دي طلق ده صلون Давайте. ده ابو البو ما هلغيت صوت ما جو هلغيت صوت خدي دوي كراهم مش تحتش دوي ده هايرس دوين ده ترвела бо حديق. Дальше. Кубок Ахмата Хаджи Кадырова забрала команда ЧГУ. Его победителем вручила заместитель председателя правительства Чеченской Республики Айшат Кадырова. Остальные тоже не были лишены внимания. Каждая команда получила диплом участника. Призом за лучшую шутку удостоился Магомед Далдаев. Его миниатюра признана самой смешной. город за город, нога, Новгород. Ностальжи. Ясно, брат. ساعد ويرك انسترومنت حياتي بيرفراتر دريل جو Ностальжи. И бухбат. Только حياتي وش. Nostalgie. On se ressemble. وعليكم السلام. عليكم. Nostalgie. Сатьма яхла. On se ressemble. Так, таксию. Грозный пятигорский меткю. Просто нядик бойсун. Лучшим актером вечера стал Иван Полонский. Он представлял сборную команду ЧГУ. Также от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова всем участникам вручили по 50 тысяч рублей, а команде победителей по 100 тысяч. Ислам Ершов, Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя».
Большой юбилей в минувший понедельник отметил республиканский юношеский ансамбль песни и танца «Башлам». Вот уже как 55 лет коллектив радует зрителей яркими выступлениями. Юбилейный концерт прошел во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Праздник национальных песен и танцев посетил Рамзан Хаджи Кадыров. Он отметил, что ансамбль уже много лет прививает целым поколениям любовь к народной культуре и традициям. Başlami jubilejun egy olyas macsakátság hajúval egy szöl varsővé jogolyás ensemble olyleúl egy madukhan és rólekti át maduk zám dájagán szanakit cábin bol dáka cigá helabélen bol dák vagy Sila tanzor цар якайтын цар дүниянча ночи ам доузуч Heka is tun mach heka hek tun vi hor that's dan sunt rechtschot tun mach hat so is sar repetities gigicharies bakicharies hőseinet a cercen premenot aqai volch عادين صارت رستور كيجي تنقعد بوخ بول بوتسا بيشبك مصو بول حلبول تاع صورت الفك تاع الصورت يونيا تاع عند دوزج شوخ اون بول بوك ايدون از تاع هم تاع دارشين دلتالج حنحني دلردوش ميلچون تنصر الروات ميلچون ارتيست الروات ميلچون شي جوز لياتشن فوتبوليست اولداس سون لعر على تاعش نون شي دال شي دلك بيد ليل صلو. Также состоялась церемония награждения лучших в своем деле. За значительный вклад в развитие хореографического искусства орденом Кадырова награжден народный артист Чеченской Республики Яхсан Алиев. Звание «Народный артист» удостоены помощник главы региона Зелимхан Хатуев, художественный руководитель ансамбля «Башлам» Бибулат Алиев, руководитель студии ансамбля Асхаб Межеев. Кроме того, за многолетний добросовестный труд званием «Заслуженный артист» и почетными знаками за трудовое отличие были награждены ряд деятелей культуры. Указом главы Чеченской Республики за значительный вклад в развитие хореографического искусства Чеченской Республики и в связи с 55-летием со дня основания государственного юношеского ансамбля танца «Башлам» имени Хасана Алиева награждается орденом Кадырова Алиев Яхсан Хусаинович, лауреат премии правительства Российской Федерации, народный артист Чеченской Республики. Присваивается почетное звание «Народный артист Чеченской Республики» Хатуеву Зелимхану Аднановичу, помощнику главы Чеченской Республики. Алиеву Бейбулату Яхсановичу, художественному руководителю государственного юношеского ансамбля танца «Башлам» имени Хасана Алиева. Межидову Асхабу Сахибовичу, руководителю студии государственного юношеского ансамбля танца «Башлам». Ансамбль ждал еще один сюрприз. Глава региона объявил, что от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова всему коллективу выделено по 100 тысяч рублей. В Грозном прошла выставка «В мире священного Корана». На экспозиции представили уникальные копии главной книги мусульман. Их привезли из разных уголков мира. Среди них 6-метровый рулонный Коран, а также копия Откровения Всевышнего, написанная в XVIII веке и по уникальной технике. Подробнее в сюжете Халимат Шахидовой. Коран высотой почти метр и весом в 40 килограмм считается одним из самых больших в России. Этот и еще множество уникальных писаний представлены на выставке «В мире священного Корана». В Национальную библиотеку пришло большое количество посетителей. Это богословы, историки, официальные лица и многие другие. Все они здесь, чтобы увидеть редкие экземпляры Корана. نقدش علشان دال باز بن بالباخ دال سيلع بن بالباخ يبقوبش يبزبش يسيلع بش تنبسودا بيلدو يعني بعد بيلحقيرش كلها. Ректор Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Абдурахим Мутушев поблагодарил организаторов выставки за проделанную работу, а также напомнил присутствующим о ценности Корана. والله يدعو على دق
شون يحدق جورا جين زمن شح وجين زمن شح يزدن لردن بعد الهندوشتلو قرآن إذا هذا أنا بس ده أسفل أدمش النوع بعيدا يسيل هندوشتلو وقردز هندوشتلو كتابة قرآن يجيتر يدخل. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем выступлении напомнил о временах, когда в республике не было возможности свободно исповедовать религию. Некоторое время назад наши предки, отцы, деды, они не могли свободно исповедовать нашу религию, не могли выставлять в таком виде священное писание за то, что мы пытались соблюдать нашу религию, религиозные ценности, традиции, обычаи, устои. Наши предки, они подвергались различным репрессиям, ссылкам. Мы все это прекрасно знаем. И поэтому мы сегодня говорим, что мы находимся на пути нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Благодаря его героическому подвигу сегодня мы имеем вот эти вот прекрасные условия, инфраструктуру для проведения аналогичных мероприятий. Выставка организована архивным управлением правительства Чеченской Республики, приурочена мероприятие Году истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа. Выставка Коранов и этих архивных материалов для того, чтобы ознакомить людей с архивными материалами, наше подрастающее поколение и наших научных деятелей. Также выставка священных Коранов – это для религиозных людей, чтобы посмотрели, увидели воочию. На выставке представлено более 70 Коранов и коранических текстов. Большая часть из них принадлежит частному коллекционеру, поэтому увидеть их можно вот на таких экспозициях. Житель Дагестана Заурбек Жамалулаев уже 15 лет коллекционирует священные писания. В его собрании есть самые разнообразные экземпляры. Один из них – это рулонный Коран длиной больше 6 метров. Есть также турецкий, состоящий из 26 страниц, написанный специальным почерком «Муравейник». В коллекции присутствует Коран, написанный чеченцем Ибрагимом еще в 18 веке. Заурбек не ожидал, что выставка соберет столько посетителей. Для него это стало приятным сюрпризом. У меня особо так желания не было, думал, давай попробую. Приехал, и очень хорошие впечатления остались. Я даже не думал, что будут люди реагировать, что собираться. Посетители выставки с восторгом делятся своими впечатлениями. Как отмечают многие из них, это большая радость увидеть священные тексты, написанные несколько сотен лет назад. Действительно, хозяйство он был букар. Чего бусубна юшумадур. И оранж хуеш 15 веке, то халгли рязин 18-17 век был шатаган хуеш исо даже тятюрше отке по сохраниться дары. Когда ты видишь рукописный Коран, написанный столетиями назад от руки, это они имеют свою ауру и все равно в них своя энергетика, тем более это священный текст. Такого рода выставки будут интересны не только мусульманам, но и представителям других религий, чтобы познакомиться с богатством исламской культуры. Халимат Шахидова, Адам Арсунукаев, Аслан Висхаев. Неделя. Советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов провел лекцию для студентов ГГНТУ. Известный богослов подробно разъяснил темы касательно различных религиозных течений, которые в последнее время все чаще дискутируют в сети, чем вводят в заблуждение молодежь. В ходе мероприятия студенты смогли задать интересующие их вопросы. Подробнее в сюжете Халимат Шахидовой. Кто такие ваххабиты, как образовалось это заблудшее течение, чем они отличаются от неосалафитов и следуют ли они за праведными предшественниками? На острые вопросы отвечает советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Кадырова Адам Шахидов. С лекцией на тему «Действительно ли ваххабиты следуют за салафами» богослов выступил в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. تخن بوسولناخ غلبلا موستخشون حلها سيسز بناء كربوين وموستخش أوغو وغيل كردوين وقرا دق دليل يق بالقلوة حق أميرن هدوعون ألشي تان بيت المقدس أحدوش دول حلدو إذا وإسلام دين بوسولناخ موستخ كراعدو وتارن إهتنا
dünyanın alemire yok iblisine sataniski maswa pachalqin şu izwayn gushdu ba'an hudu busum nagil khidar busum nagil hunbu üshat habart boch biqbel bolonde üsh hund biqbella iba'an hudu iza waliksi yuq ahada mulahaq warduwais. Адам Шахидов подробно рассказывает студентам, как возник ваххабизм и по чьей инициативе была создана эта лжеидеология, кто был основателем и сторонником и какое пагубное влияние данное течение оказало на мусульманский мир. Османской империи, последний исламский халифат. 1921 года полностью уничтожить Инес. И уничтожить и هلا كيش ادعاق شكرت على تنغليو شو بتشالقي بريطانيو انجليو كدعيو شو بتشالقي نش سمتون غد يشغليو در بوشوبنا خخا سارة использовать بنش османский империи يوخوش اسلامский خليفات بوشوبنا بتشالقي يوخوش سارة تحطوبة использовать بنتسار تحطوب يقيح تنسار شيء إيديولوجي يولش شيء حلق الإمام أولش شيء جينيش دولش أوت إيديولوجينا أستوبنا حلق اللقاء محمد ابن عبد الوهاب عبد الوهاب كانت محمد تنترخى تشيني وهابيزمات أقدنا شو يرجع Богослов объяснил, чем отличаются ваххабиты от так называемых салафитов. Ваххабиты не имеют цепочки передачи знаний, они настолько убеждены в правоте своей идеологии, что противопоставляют себя даже праведным асхабам и халифам, отмечает Адам Шахидов. Десятки тысяч علم عنده على الواقع из-за своего фанатизма. Им темеш иштала ابن عمر باغا أصحاب باغا ها из низда ترسونة مخالفتنا противоречина. أخبيل قال دوّينا إيش أصحاب يحبوش بو يا بات مل بوزش ما تزبوزش شيء понятишь شيء понятишь دحدو عن نسيلت. В ходе лекции Богослов также ответил на вопросы студентов. Один из них – это какими методами ваххабиты вербуют у людей. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эхр заман гаха хир мошмолу хаварij тобич возрасте молодой эхр балатович хекер эрта эхр балатович хекер гир дош лахар дош возраст тиги йош хекер лахар хилч возраст лахар хилч и вот ахту псих. Таким образом шей невежество они используют свое невежество слой молодежь невежественный, то есть индоучил слой молодежь халоци царна хемш воцар айт алцар хадис алцар но те понятия и хадис дайно что делят что понятия а между небом и землей разница сколько. Борьба с лжеидеологиями и защита правильных учений ислама – одна из главных обязанностей богословов, говорит Шахидов. دالجرجها نيخ إيمان لردر كيجناخ تيلرخ لربر واجب دويس بدعة أهلنا تليوج توبنشنا بوسوبدين تلخوش آلي الخلوش وابيزم سن حبشيزم سن كارانيزم سن شيئيش سن أثيزم سن إسان يشوش توبنشنا دوحل بوغبر الله دالجرجا علمنا خان ديشنا دي واجب دو أبيزاتنا دو. Ректор вуза Магомед Минцаев также отмечает, что неокрепшие умы легче всего сбить с правильного пути, поэтому такие содержательные лекции необходимы молодежи. Молодой ум, не сформировавшийся ум, легче всего, конечно, в их головы заложить неправильную информацию. Поэтому здесь очень важно, чтобы эта правильная информация, проверенная информация с научно-техническим, с глубоким научным обоснованием, скажем так, она
поступало в правильном виде, в правильные головы, а в головы именно наших молодых людей. Богословы республики регулярно проводят подобные лекции, все для того, чтобы огородить молодежь от пагубного влияния заблудших течений. Халима Чахидова, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев. Неделя. Свержение премьер-министра Пакистана Имрана Хана привело к массовому шествию на столицу Исламабад. А на международном форуме объявили о создании специальной группы по развитию халяль-туризма между Россией и странами Юго-Восточной Азии. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». В провинции Алеппо боевики Хаят Тахрир Аш-Шам, организации, запрещенной в России, начали крупномасштабное наступление, захватив более 15 населенных пунктов. Правительственные войска отступили под прикрытием авиации, а командир оперативного штаба заявил об операции сдерживания агрессии. Это первое крупномасштабное столкновение с боевиками за 4 года. Последний раз сирийская армия воевала с ними в 2020-м. Тысячи сторонников свергнутого премьер-министра Пакистана Имрана Хана начали марш на столицу Исламабад. Акции протеста получили поддержку не только внутри страны, но и за ее пределами. Власти предприняли ряд мер для предотвращения проникновения протестующих в столицу. Однако сторонники Хана намерены дойти до конца и добиться выполнения своих требований. На международном форуме в Куала-Лумпуре объявили о создании совместной группы по развитию халяль-туризма между Россией и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в частности, Малайзией. Инициативу поддержал генеральный директор Международного центра стандартизации и сертификации халяль при Духовном управлении мусульман Российской Федерации Айдар Газизов. Мероприятие проводится в рамках международного бизнес-форума, организованного фондом Росконгресс. Израиль и Хезболла достигли соглашения о прекращении огня в Ливане, которое вступило в силу во вторник утром. Несмотря на это, накануне Израиль нанес массированные удары по Бейруту и югу Ливана, в результате чего погибло множество людей. Соглашение, заключенное при посредничестве США и Франции, призвано положить конец длительному конфликту и снизить риск дальнейшей эскалации. В результате конфликта погибло значительное число людей с обеих сторон. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Союз писателей Чеченской Республики наградил отличившихся работников СМИ региона за регулярную помощь и содействие в работе. Благодарственные письма вручили советнику главы Чеченской Республики, генеральному директору телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адаму Шахидову, директору ЧГТРК «Грозный» Чингизу Ахмадову, директору ГТРК «Войнах» Рузане Веселаевой, а также другим отличившимся работникам телевидения. В качестве подарка гостям преподнесли полное собрание сочинений Абузара Айтамирова, состоящее из 8 томов. سيدو چون بخور دات الله يلچنو عليه الصلاة والسلام سيدو چون سيدة اشتاق وحيوان مغارة أقوى بچحوة نخشي قوم سيلا واخر وهو الله بلغو يقناو تلويديني كويرتاح أعمد حاج دال غازو تقابل بلتسن دال ديكن بيقن بلتسن ومحكن سو ميلدج ديكن وقر خلج خينا حا تنقول لي دعوتنا خلنق حباحشاق أحيوكشا إنسا جيم قونا سنة وقل دقع وجشا اشتحوه شوحا دقاتشو غهوت ويش متني دعوتنا تاني بوق بابو يرجم بوق باتسا قصيدرنا يرسوغ تشدرنا دال ديكن بيقن بويلحونا دال سيدويلحا. В Грозном прошла встреча мастеров боевых искусств с молодежными организациями Чеченской Республики. Среди них и участник СВО. Гости поделились своими знаниями и опытом, рассказали о дисциплине и навыках, которые прививает дух воина. Организатором мероприятия выступило молодежное общественно-патриотическое движение «Ахмат» совместно с Министерством по делам молодежи. Мы, молодежное общественно-патриотическое движение «Ахмат», проводим ряд встреч с разными личностями нашей республики. И сегодня у нас в гостях участник боевых действий СВО, также и мастера боевых искусств, которые своим примером и которые рассказывают и показывают, как должен вести себя настоящий чеченец, настоящий онух. Завершилась встреча яркими показательными выступлениями мастеров боевых искусств.
14 декабря в столице Чеченской Республики пройдет международный бизнес-форум «Грозный мегаполис будущего». Основная тема – презентация инвестиционного потенциала города и строящегося в нем нового района. Ожидается более 1000 участников из разных стран. Среди них ведущие эксперты, инвесторы, представители бизнеса из Чеченской Республики, а также 5 бизнесменов из списка богатейших людей России. Организатором форума выступил основатель компании ГСК «Курорты Сочи» Наталья Абрамова. Чтобы организовать какой-нибудь интересный проект, который был бы нестандартный, который был бы оригинальный, сочетал самое лучшее, самое успешное. Благодаря тому, что 7 лет на территории города Сочи мы работали успешно и попадали там, честно говоря, не на камеру сказано, в разные ситуации. Возможности такой, что ты выбираешь земельный участок, ты выбираешь проект, там такой возможности в принципе нет. Но это невозможно. Здесь у нас есть новый проект, есть все документы, есть земля, ты выбираешь земельный участок, ты смотришь, что там будет хорошо смотреться, что там будет нужным, анализируешь рынок и можешь предложить продукт, который действительно нужен республике. Спикерами выступят представители банковского сектора, а также гости из Сербии, Турции, Эмиратов, Казахстана и других стран. Форум предоставит уникальную возможность для обмена опытом, заключения выгодных сделок и знакомства с перспективными проектами. Участники смогут узнать о строящихся объектах и стать их инвесторами. Мы стали обсуждать с нашими постоянными клиентами и партнерами, инвесторами проект в Грозном. До этого многие из них в Грозном не были. И они не представляли, насколько это прекрасно. И это самое начало. И у нас даже есть статья, которую мы выпустили, она называется «Олимпиада в Грозном». Такого масштабного и качественного строительства, какое здесь сейчас ведется, его нет у нас нигде в России. Возможность проявить свою команду, проявить свою компанию на этом проекте была у нас. И мы приняли решение, что мы будем здесь строить отель, апартаментно-гостиничный комплекс по такой же концепции, по такому же принципу, как мы и строили в Сочи. На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.